получается, ехал он, машина объезжает его, преграждает ему путь, он, чтобы не врезаться, берет в сторону, как вот сейчас находится. А сцепление там пока машина притормаживает, сзади машина выбегают, не знаю, сколько человек, честно говоря, в тот момент и в черных камуфляжах, в масках, открывают машину, его на пол, по ногам пинают. А остальные вот рыскают, пинали, всю машину обпинали, все пооткрывали, там все повыкидывали. Я не знаю, такой беспредел. Не знаю, что там искали, кого там. Ну хорошо, я понимаю, там обыскивать машину, я понимаю, когда предоставил документ, на каком основании, что. А это без всяких этих положить ребенка, попинать. Это ничего не знаем, мы к машине не подходили, сейчас берут отпечатки, все такое, поэтому мы даже не знаем документы, как там, что там, ничего не знаю. Еще не смотрели, чтобы не оставлять никаких еще ничего не проверяли. Реально весь грязный, весь побитый. Ну, вы увидите, в каком он состоянии, весь испуганный, во-первых. Это ж все-таки, представь, на тебя налетели в камуфляжах. А никто ничего ему не сказали. Говорили, да. Вытащили, зажали, в общем, одной машиной впереди, второй машиной сзади, выскочили в балаклаву, свалили на землю. Теркенлер между ног, по ребру он ударил. А это что, у тебя синяк на лице? Полиция били? Нет, это грязь. Он весь в грязи, его там в грязь свалили. Это уже не первый случай. У нас так и людей похищали. Возьмите Ервина Ибрагимова. Вот так же остановили, посадили, увезли. И по сей день мы не знаем, жив этот наш товарищ. Или давно уже убили, где-то закопали. Это все еще идет акт устрашения. Хотят запугать народ этим. Но мы из непугливых. Этим нас не запугают.